этой дверью начинается мир крымско-татарского телеканала «Миллет». От заката до рассвета мы знакомим своих любимых телезрителей с культурой и обычаями крымских татар. Ежедневно в эфир выходят выпуск «Хаберлер». Утренняя программа «Саба», «Учфильджан», «Базым Аккымыз», «Умыр Бешігі», «Милли Кайгылар», «Учфильджан» и проект «Мукаддес Ерлер». Телепроект «Мукаддес Ерлер» в переводе на русский язык означает «святые места». Мечеть – это священное место для всех мусульман, место для молитв и душевного очищения. По мере распространения ислама красивые мечети появляются во всем мире. Они удивительны не только в экстерьере, но и интерьер также поражает своей красотой. В выпусках еженедельной рубрики «Мукаддес Ерлер» автор и ведущая Сабрия Халиляева знакомит зрителей с историей создания и развития красивейших мечетей мира и Крыма на крымско-татарском языке. Для того, чтобы материал получился интересным, нужно тщательно подготовиться. С чего же начать? Для начала нужна идея. Покопавшись в интернете, находим интересную информацию и садимся за сценарий. Ведь успех любого проекта – это классная идея плюс хороший сценарий плюс профессиональная режиссура. И, конечно же, телевидение – это скорость. После всех приготовлений в путь, в дорогу. Приехав в Джами, мы берем интервью у имама мечети. Конечно же, времени зачастую мало, а успеть нужно очень-очень много и, конечно же, качественно. Зачастую нужно экспромтом записать стендап, так как из интервью имама можно узнать очень интересные истории, связанные с Домом Аллаха. Передать чистоту и красоту мечети всегда поможет оператор, который вложит душу и выберет цветовую гамму, ракурс съемки в мечети. А рассказать о Джами – это творческий подход ведущей к каждому эпизоду. После того, как мы приехали на наш любимый телеканал, мой текст проверяет переводчик Анира Ханум. Затем идет запись голоса. После чего начинается работа не из легких. Мой любимый монтажер Зарема Зиядинова собирает каждую картинку поэтапно в одно целое. И получается мини-фильм о мечетях. Итак, побывав во многих мечетях Крыма, мы видим уникальность и неповторимость каждой из них. Испокон веков для крымских татар Крым – это священная земля. Издревле наш народ строил мечети. До депортации их было около 2000, по 3 штуки в каждом селе. Они назывались Юхары, Орта и Ашага Джамилера. Самой красивой и древнейшей мечетью Крыма является Кибер-Джами. Она является достопримечательностью города Симферополя. Была построена в XVI веке Менгли Герай ханом. На сегодняшний день Кибер-Джами является главной пятничной мечетью Крыма. В ее комплекс входят медресе и крымско-татарская библиотека, а также здесь располагается Крымское духовное управление мусульман Крыма и резиденция муфтия Эмирали Аблаева. Также в наших выпусках мы рассказывали об уникальной мечети, которая находится высоко в горах на Чахут-Кале, руины которой сохранились на высоте 1500 метров в живописных лесах. Руины мечети и мавзолей дочери золотоордынского хана Джаныбека 1346 года постройки. На сегодняшний день на территории мечети сохранились лишь стены и михраб. Статистика показывает, что количество мечетей возрастает. Сейчас мы находимся на окраине села Леватки Симферопольского района. Ранее здесь находилась старинная мечеть, которой уже давно нет. Сейчас здесь располагается новая красивая мечеть под названием Кадыр-Джамисы. Мечеть начала строиться в 2010 году на пожертвование местных жителей. Мечеть построена в классическом османском стиле. Ее 2 40-метровых минарета видны с разных сторон села и с трассы. Благодаря кропотливому труду нашей сплоченной команды на протяжении года вышло около 35 выпусков проекта «Мукаддес Ерлер».
Каждый раз, побывав в новой мечети, сердце очищается и душа успокаивается. Пускай будет побольше мечетей, а я не устану их снимать для вас, любимые мои телезрители.